является, конечно, важным, но не настолько, насколько внутренний климат и признание сотрудника персоналом и руководством. И вот эти факторы между собой, они очень интересно характеризуются. Если мы возьмем на одну сторону, поставим мотивационные факторы, а сюда гигиенические факторы, что входит зарплата, условия работы, перерыв на обед, на перекур, отпуск, а в мотивационные премия, признание лучшим сотрудником года, дополнительно какая-то похвала, да, степень, скажем, там присвоить разряд, да, допустим, есть там сантехник второго разряда, есть третьего разряда, есть четвертого, есть пятого, там то же самое с электриком. Да, есть электрик пятого разряда, есть седьмого разряда. Поэтому повышение квалификации, повышение признания, повышение сотрудника в глазах перед персоналом и руководством является для него мотивационным фактором. Поэтому, добавляя мотивационные факторы, вы решаете многие гигиенические вопросы. То есть нет смысла повышать зарплату. Если зарплата низкая, мотивируйте человека работать лучше, работать более эффективнее. И тогда за счет премий, за счет 13-й зарплаты, за счет повышения его квалификации, можно похвалить, можно дать ему грамоту, можно дать, не знаю, повесить на доску почета предприятия, можно его выделить как-то в коллективе, это будет его мотивировать больше, нежели чем сама зарплата. Если просто механически повышать зарплату, это не значит, что лучше работать абсолютно. Есть некоторые предприятия, которые увеличивали сотрудникам зарплату, но качество работы не изменилось. Предприятие несло убытки, предприятие терпело какие-то финансовые дырки, да, но в итоге люди не стали лучше работать. Оказалось, что зарплату повышать не обязательно, но очень важно мотивировать сотрудника работать лучше, сделав ему премиальный, дав ему более высокую квалификацию. В некоторых случаях я даже использовал, я просто менял название должности, да, то есть был у меня там, ну скажем, в гостинице клерк по бронированию, reservation clerk, я его сделал как room division manager, менеджер по управлению комнатами. Хотя эта работа была клерка, но он стал работать по-другому, потому что room division manager звучит гораздо лучше, чем клерк по бронированию. И тогда, значит, я даже не подняв ни одной копейки его, ни 1 тенге зарплату, я просто улучшил его работу в 2 раза. Он стал приносить больше прибыли, да, лучше работать, и я ему выдал премиальные. То есть, основываясь на его зарплате, я платил ему премиальные. Это о чем говорит? О том, что первый руководитель должен знать, что повышение зарплаты не является гарантированным методом улучшения эффективности сотрудника. Улучшает эффективность каждого сотрудника, улучшает его работу, это система мотивации, это система премиальных, система поощрения, моральное, нематериальное поощрение, дать отпуск в лучшее время, или добавить ему на медицинское обслуживание. Или же, даже я иногда практиковал некоторым сотрудникам, я просто на телефон по 5000 тенге на баланс закидывал. Просто. Я забрасывал им на баланс по 5000 тенге. Это их мотивировало. Если бы я увеличил бы зарплату на 5000 тенге, они бы не заметили. Какая разница, 75 или 78 или 80, то есть он не заметит. Но когда я кладу ему 5000 тенге на баланс, это его мотивирует лучше всего. Если я дам премию в $400, 132 тысячи, да, это шикарная премия, да, она скорее всего будет использована для того, чтобы решить какие-то вопросы. Но если я вместо этой премии куплю за $400 путевку в Египет, мой сотрудник съездит, и как долго будет он об этом помнить? Как вы думаете? Конечно, долго. Он долго. А 132 тысячи премии, как он долго будет о ней помнить? Конечно, нет. Покуда он ее не истратит, правильно? Поэтому я как руководитель, для меня в материальном плане, что 132 тысячи, что $400 для фирмы, это одно и то же. Но купив путевку, я вкладываю деньги в самого сотрудника.
А если я дам ему просто 132 тысячи, он потратит ее, может пойти с друзьями, может отдать жене, ну хорошо, если жене отдаст, а вдруг жены нету, да? Может там на машину купить, допустим, новую резину, ну тоже хорошо. Но он забудет об этом, он забудет, он через месяц уже не вспомнит, он уже не будет лучше работать, он не будет лучше работать, он забудет, как эти деньги закончили. Но если я ему куплю путевку за $400, отправлю его в Египет, то он об этом будет помнить лет 10, наверное. Или до следующего года, когда я еще ему куплю такую же путевку. То есть, вкладывая в своего сотрудника, нельзя вкладывать механически. Нельзя механически давать ему просто деньги. Надо давать его через, как руководитель, как ответственный.